Восточном Туркестане произошло землетрясение силой 6,2 балла. Согласно данным Алтай-Саянского отделения Объединенной геофизической службы Российской академии наук, эпицентром землетрясения стал Булактакский район города Урумчи. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало. Многие страны, чьих ресурсов и возможностей оказалось недостаточно для борьбы с эпидемией коронавируса, которая поразила более чем 1 250 000 человек по всему миру и унесла жизни 70 000 человек, продолжают импортировать медицинское оборудование из Китая. Очередной страной, в которой произошел скандал, связанный с китайскими тестовыми наборами, которые оказались нерабочими, стала Англия. Власти сообщили, что по результатам исследования люксембургской компании в китайском тестовом оборудовании был обнаружен коронавирус. Австралия также конфисковала 800 000 зараженных и дефектных китайских масок. Ураган Гарольд обрушился на остров Вануату, расположенный в Тихом океане. По сообщениям Евроньюз, скорость шторма достигала 235 км в час. Наибольшую силу ураган приобрел ближе к полночи, достигнув 5-го уровня. Власти сообщили, что информации о жертвах не поступало. В Вануату, население которого составляет 270 000 человек, ураган разрушил дома, вырвал деревья и привел в негодное состояние сотни автомобилей и лодок. Глава отдела ООН по Конвенции биологической разновидности Элизабет Мару-Мамрема отметила, что коронавирус, превратившийся в пандемию, появился на рынке животных в Ухане и призвала закрыть места по продаже животных по всему миру. В интервью газеты Guardian Элизабет Мрема заявила, что для предотвращения эпидемии в будущем необходимо запретить рынки, где продаются живые и мертвые дикие животные. Министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе сообщил, что эпидемия COVID-19 взята под контроль. На пресс-конференции, посвященной ситуации с эпидемией, Бент Хойе сказал, что до принятия беспрецедентных мер один носитель COVID-19 становился причиной заражения более чем 2 человек. После введения жестких мер по сравнению с прошлым месяцем цифра составила 0,7. «Если бы мы не приняли решительных мер, нам бы пришлось пережить то, что произошло в других странах Европы», заявил Хойе. В свою очередь, премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщил, что детские сады и начальные школы, которые были закрыты в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, откроются 15 апреля. Китайское правительство сообщило, что начиная с марта экспортировало около 4 миллиардов масок. Сотрудник таможенной службы Китая Цзин Хай сообщил, что страна экспортировала в более чем 50 государств 3,86 миллиарда масок, 37,5 миллиона защитной одежды, 16 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и 2,84 миллиона единиц тестового оборудования. Чиновник отметил, что стоимость экспортированных медицинских товаров составила 10,2 миллиарда юаней. Также на прошлой неделе правительство Нидерландов приняло решение конфисковать 60 тысяч из 1 300 000 масок, импортированных из Китая. В свою очередь, Китай заявил, что производитель открыто предупредил правительство Нидерландов о том, что маски не предназначены для медицинских целей.